По многочисленным просьбам показывается, как сделать нож из народного материала. Поскольку укрепляет стабильность и нормальной стали дороги или просто отсутствуют, самый лучший выход – это сделать нож из напильника. Почему из напильника? Да потому что это гораздо проще, чем из второго народного материала – подшипника. Напильник, как ни куй, получится хорошо, поскольку в сталях типа У8, У10, У12 нет легирующих элементов. В частности, хрома, как в подшипнике. Хром забирает на себя часть углерода, что негативно сказывается на агрессии реза. Напильник этой проблемы лишен, поэтому особые танцы с бубном нам не нужны. Его можно отковать в обычной деревенской печи. Итак, начинаю ковать с создания первоначальной клиновидной формы, используя молоток с острым бойком. Выпрямление заготовки по торцу ведется плоским бойком на обратной стороне молотка. Основное требование – это ковка в диапазоне точки Б Чернова. По цвету это темно-красный, если смотреть при искусственном освещении. Я начал ковку днем, поэтому он выглядит серовато-красным. Цвет заготовки – это испускаемый свет, поэтому он зависит от внешнего освещения. Лучше всего ковать в помещении без дневного света. Продолжаю работать по краю заготовки там, где планируется спуск. Чередую стороны паковки. Можно заранее согнуть напильник, чтобы было не нужно часто править. В начале каждого цикла я выпрямляю паковку. Можно взять молоток с бойком параллельным клинку, если напильник узкий, тогда паковку будет меньше сгибать. Но в данном случае напильник широкий, и чтобы сделать клинок длиннее, я использую боек перпендикулярный клинку. Когда первоначальная клиновидная форма сформирована, я перехожу на ковку хвостовика. Его лучше всего делать на роге, а не на угле наковальни, и уж точно не на пневмомолоте с плоскими бойками. Угол наковальни просекает сталь и создает зоны напряжения. Если простые стали типа У10 вам это еще простят, то на легированных сталях типа Х12МФ это большая вероятность потерять хвостовик либо в процессе закалки, либо уже в руках охотника. Когда хвостовик готов, я перехожу к центральной части клинка, кую спуски и постепенно начинаю работать по обуху. Также в начале каждого цикла правлю клинок, чтобы он не превращался в серп, так как если запустить, то потом поправить его будет сложнее. Итак, форма на клин полностью сформирована. Теперь клинок уже не будет так сильно выгибать, поэтому можно формировать нужную толщину клинка, работая бойком по всей ширине спуска. Ковка ведется острым бойком под углом, поочередно с каждой стороны паковки. Параллельно идет удлинение клинка или его расширение, в зависимости от выбранного угла бойка при ковке. Когда требуемая толщина, длина и ширина клинка получены, можно равнять паковку плоским бойком молотка. Не забывайте следить за температурой. На всем протяжении ковки она должна колебаться в выбранном диапазоне. Количество циклов желательно должно быть более 100, но на напильнике обычно получается около 50. Если при выравнивании клинок опять немного выгнуло, то я равняю его по кромке молотком из меди, поскольку РК уже достаточно тонкий, около 2 мм, и ее легко загнуть. Можно использовать деревянную киянку. Теперь можно поставить клеймо, если оно есть, и окончательно выровнять. Нормализацию делать не обязательно, это ни на что не повлияет. Отжиг также делать не нужно, поскольку то, что мы почему-то называем низкотемпературной ковки, в учебнике, например, Федюхина «Термоциклическая обработка металлов и деталей машин» называется механической термоциклической обработкой, или мне еще попадалось такое название, как маятниковый отжиг, что позволяет получить мелкую равномерно распределенную карбидную структуру, готовую для закалки. Еще дополнительно можно сделать термоциклирование, направленное на коагуляцию карбидов для более агрессивного реза. Далее слесарка. Тут все просто. Главное набить руку. Сначала я делаю контуровку, потом старой лентой на ролике снимаю калину. Она очень сильно портит новые ленты. Потом делаю предварительные спуски. У кого нет гриндера, можно сделать на точиле болгаркой или напильником. Спуски должны быть хоть и предварительные, но достаточно ровные, иначе клинок может повести, хотя в случае У10, У12 это редкость. Когда предварительные спуски с толщиной РК около 1 мм готовы, то можно делать закалку. Закалка по марочнику 760-800 градусов.
Но поскольку все печи имеют погрешность, то рекомендую поэкспериментировать в диапазоне плюс-минус 20 градусов. Основная задача при закалке – сохранить карбидную структуру, которая была получена ковкой, а вовсе не секретная температура. Поэтому время выдержки должна быть достаточной для начала образования аустенита и недостаточной для полного растворения карбидов, иначе мы получим обычный мартенситный нож из магазина. В зависимости от выбранной температуры закалки выдержка может быть от 1 до 7 минут. Соответственно, чем выше температура закалки, тем короче выдержка. Я колю в масло, это проще всего. Бонусом идет зонная закалка безо всяких обмазок. Линию закалки сразу видно по отслоившейся окалине. Можно закалить в обычной печи на глаз, кстати, при этом часто бывают результаты гораздо выше, чем из муфельной печи, но повторяемости, к сожалению, добиться очень сложно. Отпуск также зависит от температуры закалки и длительности выдержки, в среднем от 150 до 220 градусов. На 2 часа этого вполне достаточно. И основное – это проверка. Единственным способом подобрать режим закалки является рез каната или того материала, для чего нож предназначен. Возможно, у вас это будет дерево. Также надо забыть про такое понятие, как твердость, и просто выкинуть из головы представление о том, что чем тверже, тем дольше режет, поскольку обычно бывает абсолютно наоборот. Твердомер поэтому можно выкинуть. В ту же помойку идет царапание бутылок с пылью и хрустом. Необходимо создать таблицу с шагом 10 градусов из 3 параметров: температура, выдержка и отпуск. И просто сделать параллельный тест 9-12 клинков и выбрать результат с максимальным резом на канате. Только в таком случае вы получите оптимальные показатели для вашей печи. Никто другой вам их не даст. Если совсем лень, то возьмите средние параметры, что я назвал, вы все равно получите нож лучше, чем те, что продаются. Значит, мастер тот же самый, Женя. Это обычный советский напильник. Уверены, что советский? Может, антисоветский? Может быть и антисоветский. Вдруг швейцарский. Не, точно нет. Там, откуда он взялся. Это нож из напильника? Блин! Вообще офигеть. Вообще офигеть. Так это нож из напильника, чтобы люди понимали? Обычный напильник, да. Да, сталь неизвестна. То есть он не ковался? Как это не ковался? Как Тогда раз это ковался. нож не из напильника. Взяли напильник, отпилили от него кусок, и Женя его расковал. Кованый напильник. Ковался, термичился. Исходник напильник. Варился, Отпускался, получается. Опускался. Да. опускался, поднимался. Как на качелях качался. Нагревался и остужался? Держит воду. Это вам ножницы привезли? Нарисуй рисунок. Ваш портрет? Хорошо режет, да. Несмотря вот ты говорил, купи, то вот вдруг это. Как я тебе могу без рисунка нож? Элементарно. Чем мельче рисунок, тем лучше нож. Какой Дамаск? Обычный напильник. Просто я думал, что там будет рисунок. Амортизирование сутки, да? Ну я имел в виду, да, было. 2,8. Офигел вообще. Канат проверим, а? Пошел Вот самое время проверить канат. Не, я бы Двумя заточил. ножами. Да нет, хотя бы одним. Вот тем обрубком будет проверить, Игорь Дмитриевич. А то тут такие деньги сейчас будут драть ни за что. Такие же проверяли его. Так это было в начале, уже сколько прошло. Уже полбутылки прошло. Так и что? Я еще не готов. Так, это кто? Как-то сурово у него. Не, может, правда заточен? Проверим. Кого? Ну, контрольно. Не, я бы заточил, тут вопрос цены сразу имеет значение. Я шучу.
дурак такой, бумажку закрыл, на ней ничего не написано. Правильно, в помойку этот нож. Так они думают, вы письма читаете. Как Шатун, да? Он открывал и письма читал. Я помню. Охреневаю, дорогая редакция. Сколько? А у тебя кольчуга. Ага, 3,5. На 100 резах 3,5. Сейчас Рексель лягнет. Вот если с такой кухонной упаковкой сюда приходить, есть шанс ее А продать. никому К-390 не надо купить? Нет, я бы продал. Зато красивый, как вы видите. Его точить еще надо? Игорь Нравится, Дмитриевич, который присылают, поправьте нам ножичек, мы мучаемся. А нам Да живот вот бери, не подарил мучайся, живот. Подарил, да. Недорого. А что, в анализ реально? Она здесь. А куда он сам делся? А, Он нет, Ущель. рюкзак здесь. Подождите. Волкоморов. Не, это что, ламинат, что ли? Ламинат, возвращается Ламинат. здесь. Ламинат. Это Петра Ульфа. Нож. Это я думаю, что... А? Ну, видимо, да. Ты его. Слушай, было бы у меня денег, я бы тоже купил. Прям тележку. Как это нет? Хочешь, я продам за 50 тысяч? Ровно Ну, 5. начинается. 150 20 резов, ровно CV. 5. 120, вот, 20 CV, вот, 4000 рублей в кармане. Так у меня в 10 раз больше. Это, щас на не ремонт- знаю, но 35 минимум, я думаю. Рукоятка представляет. Но он скучный. Слушайте, а Вот вас даже тут кухонник, набирают? он что Ну, он маленький. Ну, А, нет, ладно. я имею в виду про рукоятку. А, рукоятки у Влада все Ну хорошие. да, я это имел. Я имею в виду эргономику его сыграли. Не, он умеет, как бы. Особенно если ему сказать, что ты не сломаешь, и можно сводить тонко, потому что, ну, такие вот просто ножи, он сводит достаточно толсто, они там угол спусков достаточно большой, они не деликатные. Не, я больше с частотой обработки, с эргономикой. Не, он молодец в этом плане, Кто? то есть Кому? Лукоморов, да, он хорошо делает. Вот У него попыс просто у него, скажем так, геометрия. раз-два сделать с двух сторон. А так, в принципе, прикольно, мне нравится. Сколько он стоил? Нет, подожди, он 6. 6? 6. 206? 206. Купил? Жень, купил? 2006. Что такое? Пауза. Ну, 100. Я перепутал. Этот нож за границу не продается. А, нет? Да. Смотрите, Хаузен. Сейчас без квартиры останетесь. Хаузен. Не, я ошибся. Ну, я сделал вид, что я ошибся, конечно, да. Надо все равно эталон проверить, как все это будет. Блин, и ты туда же. Ну, И а ты, как, брут. вы сами поймите. Ну, еще недавно 5 эталонов на К-390 было, ну да, very good. Недавно это когда? 1,5 года назад? Зимой. Какой зимой? Позапрошлой? Да иди ты в жопу. Нет, я останусь. У меня еще время есть. Сколько? 250? Да. То есть напильник 250 отрезал, да? Да, чуть, наверное, на 5 больше. Ну, чё? 6,8? Типа того. Будем натягивать? 6,8 тогда. Сегодня же праздник. 10. Покупателей иностранных. 250 резов, 6,8. Десяточку еще. Да, это покупатель уже усвистел. Покупатель это когда... Ты 11 уже отрезал. Ты можешь с нами разговаривать по-английски. 1100. Подожди, куда ты режешь? Десятку ты уже отрезал. Это уже 20. Сколько? Ух ты, оптимист. 2000, как сказал. Тут свой
таким, с легким. Аргентина точно испанский? Аргентина, да, испанцы. Бразилия, португальцы. А он, Да, он, он аргентинец? Да, из Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес! Что, надо было сказать, Лионель Месси. De и donde он бы тебе vives, сказал. de donde vives, ¿qué tal está? Давайте резать рог. Ну что, 7? С латиноамериканками зашли. 260? 7? 260? 80, напили. Сколько ты отрезал? Да? 270, 270. Если 70 резов 7 килограмм, Сколько ты отрезал раз? Да 20 он отрезал, 20. а он не хочет, он руками. А у тебя еще. А у тебя что-то не Да ты наш. Это напильник, кстати. Это не простой напильник. Да, это, Это напильник. волшебный. Это царь-напильник. Это из троллейбусного парка напильник. Ой, а что там так блестит? Что-то вы его не жалели совсем. Не совсем. Все равно. Как он может из троллейбусного парка быть, если это напильник? Из троллейбусного парка вроде как только шарики. Вот один маленький замин.